В Южной Якутии проходят торжества, посвященные 40-летию Нерюнгри. Первоначально город представлял поселение из палаток и щитовых общежитий, которое постепенно выросло до современного города с кварталами многоэтажных домов со всем комплексом соцкультбыта. Несомненно, история возникновения Нерюнгри связана с освоением богатств Южной Якутии. Так, большая часть населения города занята в производствах комплекса по добыче коксующихся углей. Однако город относится к разряду многофункциональных. Нерюнгри – угольный разрез, обогатительная фабрика, завод по ремонту горного оборудования и дорожной техники, Нерюнгринская птицефабрика. Также работают Институт профессиональных инноваций и Технический институт СВФУ. О становлении и развитии Нерюнгри в репортаже нашего корреспондента Галины Якимчак. Строительство северной ветки БАМа и формирование Южно-Якутского территориально-производственного комплекса открыло новую страницу в истории всей Якутии. В апреле 1975 года вышло судьбоносное постановление о строительстве Южно-Якутского угольного комплекса. В нем настоятельно рекомендовалось начать освоение необычайно перспективного бассейна со строительства угольного разреза Нерюнгринский, обогатительной фабрики и комплекса предприятий районного значения. В разделе, касающемся развития промышленности, здесь уже ставится задача о строительстве в Южной Якутии Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Со строительством Южно-Якутского комплекса параллельно началось и строительство компактного города Нерюнгри. Каменная застройка пустыря, где со временем образовался город, носящий теперь с гордостью звание столицы Южной Якутии, началась в суровом феврале 1977 года с закладки 70-квартирного дома из привозных панелей. Через 3 года, в декабре 80-го, был сдан первый 5-этажный жилой дом, а в начале 85-го года была произведена закладка первого 9-этажного дома. Нерюнгри 21 века – это динамичный и современный во всех сферах и направлениях моногород. Но чтобы Нерюнгри стал таким, многим, кто тогда приехал, в этот холодный край пришлось немало потрудиться и вложить свою душу. Но даже сегодня все те, кто стоял у истоков строительства, не жалеют ни об одном дне, проведенном на этой суровой земле. Очень даже было здорово. Прекрасную жизнь мы здесь прожили, здесь состарились. И хочется, чтобы достойную старость дальше дожить нам. За свою 40-летнюю историю Нерюнгри стал одним из самых динамично развивающихся городов. Культурные центры и библиотеки, спортивные объекты, храмы, кафе и бары, активная деятельность предпринимательства. Вот он, современный Нерюнгри. Сегодня, как и 40 лет назад, южно-якутская столица открыла новую страницу своей летописи. Она стремительно шагает в ногу со временем и развивается. 2 года назад начался новый этап строительства. К 2017 году по программе переселения из аварийного жилья будет застроен новый каменный микрорайон Сосновый. В 2016 году мы планируем дальнейшую застройку микрорайона Сосновой. Будет построено 2 5-этажных дома по 60 квартир и 2 9-этажных на 126 квартир. Наряду с программой переселения реализуется еще множество муниципальных проектов, направленных на улучшение жизни горожан. Развитие Нерюнгри и Южной Якутии – это будущее всего региона. К своему юбилею Нерюнгри подошел чистым и уютным, наполненный радостным ожиданием предстоящего события. Благодаря усилиям городских властей улицы и проспекты, городской парк, новые скверы, памятники, автобусные остановки предстали перед нерюнгринцами в праздничном обличии. Улицы стали чище, бордюры поменяли, дороги залатали хотя бы. И так красивее стало, остановки новые. Очень рад, что мой город чистый, аккуратный, благоустроенный, красивый. В этом городе я живу более 30 лет, и мне очень нравится мой город, и я его очень люблю. Свой 40-летний юбилей город отмечает с размахом. С самого утра правительственная делегация вместе с почетными гостями и первыми лицами города и района посетили Инаглинский горно-обогатительный комплекс. В торжественной обстановке был отправлен первый состав угля по железнодорожной ветке направлением Инаглинская-Чульбас. Открытие бюста первого секретаря Якутского областного комитета КПСС Гавриила Черяева в городском парке культуры и отдыха стало еще одним мероприятием, посвященным юбилею города. И это очень символично, ведь Гавриил Черяев внес огромный вклад в работу по формированию Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Во многом благодаря ему, как следствие, появился город Нерюнгри.
Празднование 40-летия продолжилось в культурном центре имени Александра Сергеевича Пушкина. На торжественном собрании отметили и наградили тех, кто стоял у истоков создания Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, строил город, и тех, кто сегодня вкладывает свои силы и душу в развитие социально-экономической сферы района. На главной площади для жителей и гостей Нерюнгри городские власти организовали праздничные народные гуляния с концертной программой, кульминацией которой станет лазерное шоу и праздничный салют. Галина Якимчак, Надежда Акимова, Кирилл Федоров, Семен Амосов. Специально для программы «День за днем».